Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. 65 лет назад Юрий Гагарин сказал «Поехали». У нас в гостях научный сотрудник Института космофизики Станислав Парников. Станислав Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Ну, когда Якутия начнет бороздить просторы Вселенной? Будем ли вообще бороздить? Ну, честно признаться-то, Якутия уже давно бороздит просторы Вселенной, еще лет 50 назад. В нашем институте, Институте космофизики, имеется в виду, разрабатывались приборы, которые проходили строгую проверку, а потом бороздили космос. Так что Якутия, в общем-то, уже давно бороздит. В 2015 году с поселка Тикси была запущена геофизическая ракета. Вот она поднялась до 300 километров. Вот. Ну и совсем последняя новость, наверное, вы все знаете, что был запущен первый якутский спутник. Это научно-образовательная вещь. То есть не только чистая наука, но еще и дети принимали активное участие. Да, они непосредственное участие даже. Отправляли рисунки с 8 марта недавно, делали новость. Так что в этом направлении Якутия движется. Супер. Есть ли какие-то новости у нас от Института космофизики, какие-то новые научные изыскания, которые помогают общечеловеческому движению в направлении космических полетов, вообще всем, что связано с космосом? Как вы сказали, я научный сотрудник Института космофизических исследований и аэрономии имени Юрия Георгиевича Шафера. Один из старейших институтов, объединение якутских институтов Якутского научного центра. В следующем году, кстати, нам исполняется 65 лет. Вот, и все 65 лет мы, конечно, непрерывно занимаемся космосом. И, если тут говорить, чем-то хвастать, это можно целый день посвятить этому. Да. Ну, что-то из наиболее значимых, что можно отметить, чтобы наши жители республики гордились этим. Например, я про себя расскажу, ладно, похвастаюсь. Значит, в 2017 году мы обнаружили явление, которое, оказывается, на Евразийском континенте никто не видел. Через несколько лет вышла статья, и сейчас уже серия статей об этом новом необычном явлении, которое называется СТИВ. Наверное, многие жители нашей республики видели это явление, но может кто-то не придавал значения, может кто-то не понимает, что это такое. Так что про себя могу такое сказать. Расскажите, пожалуйста, о явлении, что это? Это новый вид полярного сияния. Мы живем с вами на относительно высоких широтах, поэтому нам иногда доводится видеть полярное сияние. Так? И непосредственно я занимаюсь конкретно изучением полярных сияний. Они вызываются геомагнитной активностью, это известно. Да? Солнце непрерывно выбрасывает вокруг себя миллионы тонн своего вещества постоянно, ежесекундно. Это называется солнечный ветер. И солнечный ветер, достигая нашей орбиты, а у нашей планеты есть собственное магнитное поле. И они взаимодействуют и превращаются, образуется так называемая магнитосфера. Это наша магнитная оболочка нашей планеты, она нас защищает. И в силу того, что мы живем на относительно высоких широтах, вдоль силовых линий этой магнитосферы, заряженные частицы достигают высот атмосферы и вызывают свечение. Так? И таким образом, решая обратную задачу, то есть наблюдая за полярными сияниями, мы можем что-то думать или какую-то информацию для себя находить о космосе, в далеком космосе, то есть о процессах, которые за десятки тысяч километров от нас происходят. Собственно говоря, из-за этого полярные сияния изучаются. То есть это не только очень красочное явление, но еще и с точки зрения науки очень интересное. Так оказывается, есть еще и свечение, не связанное с высыпанием частиц, не связанное, но при этом зависящее от геомагнитной обстановки. Угу. Сами по себе в атмосфере как-то? Так получается, да, то есть им высыпания не надо. Но при этом они зависят от геомагнитной обстановки. Очень интересно, а где их можно наблюдать? В частности, мы наблюдаем на станции Маймага. У нашего института есть оптическая станция Маймага, это порядка 130 километров к северу от Якутска. Там мы наблюдаем. Многие отмечают, что северное сияние можно наблюдать над Якутском. Действительно ли это так? Да, это чистой воды правда. Солнце у нас имеет периодичность, так называемый 11-летний цикл солнечной активности. То есть каждые 11 лет у Солнца повышается активность, соответственно, повышается
вероятность увидеть полярное сияние на низких широтах, там, вплоть до экватора чуть ли не доходят они. Сейчас мы находимся в цикле максимума 11-летнего цикла солнечной активности, это 25-й цикл наблюдений, то есть порядка 300 лет человечество наблюдает за Солнцем. Значит, если светимость Солнца не меняется, можно так сказать, совсем мало меняется, то вот, число 5 и прочая ее активность, солнечная активность, она сильно меняется. Значит, это очень большая глубина модуляции. И вот мы сейчас буквально проходим уже 25-й максимум. Вообще, насколько распространено вот это явление, да? И, может быть, оно какую-то опасность несет? Или наоборот, это хорошо? Что... Ну, за всю свою историю человечество, видимо, наверное, уже привыкло к этому явлению, поэтому относится оно как-то так спокойно, может даже наоборот. То есть мы, допустим, живем здесь, выросли здесь, и нам, допустим, если уедем на экватор, там немножко другая геомагнитная обстановка, будет это тяжело. Ну, они будут удивлены, наверное. Наверное. Смотрите по терминологии. У меня почему-то как бы в лексиконе оно называется северное сияние, вы его называете полярным. Как правильно? Правильно полярное сияние, потому что оно и на южном, и на северном полюсе одинаково происходит. Хорошо, теперь будет полярное сияние. Вообще, насколько вот такой вопрос, вот Якутск, а то, что ниже по глобусу, там уже возможно наблюдать? Или мы какая-то крайняя точка? Нет, мы не крайняя точка. Полярное сияние, я вам раскрою секрет, наблюдаются постоянно. Вот, они, значит, вокруг геомагнитного полюса нашей планеты, значит, образуют так называемый овал полярных сияний. Это место, где постоянно есть. И днем, и ночью, и зимой, и летом постоянно. Так вот, во время геомагнитной активности вот этот овал, он расширяется и, значит, устремляется к экватору. Ну, на самом деле, экватор он не достигает, конечно, но расширяясь, он может пройти через нас. И ниже, конечно. Ну, это куда это там? Ну, Благовещенск какой-нибудь там увидят? Нет, нет даже ниже. Даже ниже. Где-то в Марокко наблюдали, кстати, недавно. Да ладно? Да. Там какое-то размытое красное свечение, они его назвали полярным, ну, пускай будет. Получается, цикл проходит 11 лет, и через 11 лет опять все затухнет, и заново будет очень часто это явление можно будет... Через 5,5 лет все затухнет, и снова через 5,5 лет мы снова достигнем максимума солнечной активности, и опять, значит, будет повышенный интерес к полярным сияниям. Но все-таки само его появление, да, говорит о какой-то активности Солнца, и есть ли какие-то, ну как это влияет на организм человека, скажем, да? То есть вот сейчас даже, например, понятно, что оно зимой, но это же не означает, что оно, ну то есть ночью, да, видно, это же не значит, что только ночью оно активно, оно и сейчас же каким-то образом излучение повышенное. Внутри этого овала и сейчас, вот в эту секунду идут полярные сияния, да. Но дело в том, что овал он там повыше, он по северу нашей республики примерно проходит, задевает территорию нашей республики. Ну вот, а когда активность, значит, овал расширяется. И, ну, все это происходит на высоте 100 километров примерно, а то и выше, поэтому до нас эта радиация не дойдет. Это, во-первых, это с одной стороны, это про, значит, высыпание частиц конкретно. А если про геомагнитную обстановку, вот у нас на Земле, да, то действительно есть люди, которые, значит, есть люди метеозависимые, а есть люди, которые утверждают, что их состояние здоровья зависит от геомагнитной активности. Есть такие люди, которые там чуть ли не загодя, там за день уже начинает у них голова болеть, потом, значит, последующие несколько дней очень плохо. Такие люди есть. Ну, то есть это может как-то влиять на организм? В принципе, может. Конечно, может, да. Ну, тут целая планета, значит, под воздействием Солнца находится. Ну, человек-то, конечно. А растения, они интенсивнее растут, может... Растения, значит... Ну это же интересно. То есть солнышко начинает греть больше, и они цветут и пахнут больше, нет? Ну я про такие работы не знаю. Ну соглашусь с вами, почему? Вполне возможно. Вполне. Отлично. Ну, следующий вопрос. Всем известно, происходят такие довольно-таки глобальные процессы по изменению климата, да? Ну, многие ученые бьют бессильно тревогу, изменяются как бы течения в океанах, да? Другие там предсказывают там от потепления глобального до, наоборот, замерзания, да? Вот эта вот активность, она как она ускоряет эти процессы? Ну, я еще раз скажу, что Солнце, оно довольно-таки такое консервативное. Каждые 11 лет поднимается, каждые 11 лет падает. Так что вот эта вот активность Солнца, периодическая активность Солнца, которая
уже 300 лет наблюдается, она, в общем-то, наверное, больших изменений не сделает. Это, скорее всего, процесс внутри самой атмосферы Земли. Расскажите, пожалуйста, к чему могут привести именно ваши или вообще изыскания научные? Какие-то, может быть, практические вещи с них можно? Да, да, конечно, конечно. Мы живем ведь с вами, как я уже говорил, на сравнительно высоких широтах, поэтому, значит, наша территория, она Арктика, Якутия, они подвержены воздействию Солнца, да, геомагнитной активности имеется в виду. И вот эта вот геомагнитная активность, она, значит, негативно сказывается, допустим, на связи, на высоких широтах, допустим, да, связь может обрываться. Значит, идут наводки на трубопроводы, всевозможные газопроводы, нефтепроводы, на линии электропередач, на работу спутников, допустим, да, на высоких широтах. Все это может оказывать влияние, поэтому изучение вот этих вот магнитосферных и ионосферных связей, это важно, важно. Может, какую-то защиту там сделать? Есть такие работы, да, да. Очень интересно. Давайте немножко пофантазируем, да? Вот мы сказали, что вот это вот на практике в данное время, а что будет через лет 200? Может, ваша работа поможет сделать какой-нибудь солнечный парус, на котором мы можем, как, не знаю, перемещаться хотя бы в пределах звездной системы. Ну, были такие солнечной. идеи, да. Даже есть такие идеи, что, мол, солнечный ветер, почему бы не использовать его при помощи солнечного паруса? Ну, почему нет? Ну, очень может быть. Насколько это реально вообще? Думаю, что да, вполне реально. Если технологии дойдут, то я думаю, что реально. Вот. А если говорить про сегодняшний день, то вот, исследуя полярное сияние, вот я сказал, что мы исследуем космос. Да? Вот. И, в принципе, я вот тут хотел уже пофантазировать, да, чтобы, значит, на территории, допустим, Якутии, да, ну, на высоких широтах, нам удобнее это видеть. Допустим, до Москвы там вряд ли это добежит, овал. Ну, то есть добежит, но гораздо реже, чем у нас. Поэтому вот, ну, всевозможные обсерватории можно было делать для детей, допустим. Ну, которые можно просто приходить, смотреть на звездное Да, небо. приходить, смотреть на небо, да. Отлично. Это просто эстетически очень красиво выглядит, согласитесь. А для тех, кто хочет заниматься наукой, пожалуйста, можно было бы заниматься наукой. Отлично. Это я вот в сторону всевозможных министерств говорю. Может когда-нибудь дойдет до этого. Ага. Через 65 лет, надеюсь, мы с вами еще раз встретимся, будем уже маститы, умные, гораздо заслуженные. И о чем мы тогда с вами будем говорить? Наверное, о высоком. Какие у нас будут достижения? Достижения, они непрерывно идут, то есть люди не просто так работают, просто довольно сложно это объяснить. Вот я специалист по своей тематике, вот я по ней могу сказать. Ну, надеюсь, встретимся, и уже действительно, может, уже начнутся разработки нашего солнечного паруса. Дети будут ходить в обсерватории, которые будут наблюдать за звездным сиянием, и это станет брендом нашей республики. Вот тоже в эту сторону думаю, да, что это могло стать брендом нашей республики именно.